В Национальной детской библиотеке Республики Коми имени Маршака среди старых изданий обнаружили ценные документы. Сыктывкарка принесла в библиотеку пакет с ненужными книгами, а при осмотре библиотекари обнаружили папки, отражающие жизнь коми-журналиста Прокопия Попова. Его считают одним из создателей республиканского радио. Юлия Момотова о ценной находке. Сдача книг в библиотеку – обычная практика. У кого-то выросли дети, а кто-то просто решил очистить полки. Приносят разное – детективы, романы, детские книги, старые журналы. Но находка таких редких архивных данных вызывает удивление. Внимание библиотекаря привлекло упоминание Карткиросского района и известная фамилия в Коми – Попов. В некоторых заметках мелькали слова «радио», «журналистика» и «газета». Здесь уже сразу стало понятно – материалы о безвестном деятеле. Все проходит фильтр. Мы все смотрим, все перебираем своими ручками. И вот в очередной раз среди этих книг попались эти две папки. Когда я их открыла, сразу стало понятно, что это какие-то архивные документы, потому что они были все подшиты. Было видно, что в этом есть хронология, что кто-то этим занимался целенаправленно, что наверняка это какие-то архивные документы, это вся жизнь человеческая, начиная с характеристики человека, различные удостоверения. Я стала листать и наткнулась на знакомый район. Карткиросский район, фамилия Попов, Прокопий. Была информация, что становление коми-комсомола, прозвучало где-то в какой-то бумаге радио, потом, что глаз зацепил, это информация о том, что Прокопию Попову сам Молотов давал слово в военные годы. Прокопий Спиридонович Попов – личность известная. Коми-поэт, драматург, журналист. Но особо данных о нем нигде не найти. Лишь то, что работал в местных газетах и долгое время на радио. Из найденных архивов выяснилась более детальная информация. Работа в журнале «Селькор», которая печаталась в Москве, должность выпускающего редактора в «Коми-колхозник» и даже статьи на молодцовском алфавите. Казалось бы, две небольшие папки, но как бережно, в хронологическом порядке распределены все документы. Здесь и свидетельство о рождении, и послужной список Прокопия, здесь и отзывы и отклики от газет и СМИ российского значения, газета «Беднота», журнал «Крестьянка» и многие другие средства массовой информации, с которыми работал Прокопий Попов. Сотрудники библиотеки особо отмечают ценность найденных документов. Это не только судьба уроженца Республики Коми, но и история нашей малой родины, становление журналистики и радио. Поэтому главная задача – сохранить и передать наследие последующим поколениям. Сразу обратилась к директору Национального музея Республики Коми, к Светлане Владимировне, и попросила, чтобы она направила к нам своих специалистов для оценки материалов, которые были найдены и переданы от читателей. Специалисты пришли фондовики из литературного музея, сотрудники, и они подтвердили, что да, эти документы – это настоящая ценность, потому что сведений о Прокопии Попове не так много. В ближайшее время ценные бумаги будут переданы для изучения в Фонд Национального музея Республики Коми. Но уже после планируется презентация и, возможно, даже выставка-экспозиция, посвященная Прокопию Попову, одному из создателей республиканского радио. Юлия Момотова, Олег Жуковский, телеканал «Юрган».